Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Обсуждены вопросы национальной безопасности. Президент Алан Гаглоев провел совещание с руководителями силовых структур. Итоги масштабного мероприятия подведены. Глава государства встретился с членами оргкомитета прошедшего Международного экономического форума. С сегодняшнего дня акционерный сберегательный банк Южной Осетии начал продажу первой памятной банкноты номиналом 100 заринов. В ходе прошедшей сегодняшней встречи главы государства с руководителями силовых структур республики обсуждены вопросы безопасности. Президент дал указание тщательно мониторить ситуацию на государственной границе в период проведения выборов в соседней республике. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев обсудил с руководителями силовых ведомств вопросы национальной безопасности. В частности, глава государства поручил усиленно контролировать ситуацию на государственной границе в период проведения выборной кампании в Грузии. «Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить провокационных действий», заявил Гаглоев. То агрессивное меньшинство, которое и в 2008 году, это те же силы, кто сегодня находятся в оппозиции, постоянно пытаются провести какие-то провокации, в том числе и на границе. И Комитет госбезопасности, погранслужба, Министерство обороны, весь силовой блок должны отслеживать, чтобы никаких провокационных действий не было. Глава государства также поблагодарил руководителей и сотрудников силовых структур за грамотные и слаженные действия при обеспечении безопасности граждан во время празднования Дня Республики и Первого международного экономического форума. Никаких происшествий во время проведения масштабных мероприятий в Южной Осетии не зафиксировано. Это говорит о вашем профессионализме, заключил Гаглоев. Такого масштаба мероприятия мы еще не проводили. Начиная от руководителей, хочу выразить всем огромную благодарность за службу, за такой ответственный подход, за то, что каждый из нас понимал важность этого мероприятия. Силовой блок сработал достаточно грамотно, профессионально, и все прошло четко. С нашими российскими коллегами тоже сработали четко, и наши коллеги со своей стороны это тоже отметили. Вы сами видели, с какого уровня гости приехали в республику, и сами видели, с какими словами благодарности они вернулись обратно в Российскую Федерацию и другие страны. Это наша общая работа, общие задачи, общие цели. И когда команда работает вместе слаженно, то и результат бывает достойный. Я сегодня горд, что силовой блок может проводить мероприятия на таком профессиональном уровне. Поручаю всем руководителям довести до всех личных составов благодарность от имени руководства республики. Далее совещание продолжилось без представителей средств массовой информации. Зарина Кочева, Сармат Гузитаев, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. И сегодня же глава государства провел встречу с членами оргкомитета Международного экономического форума. Президент выразил благодарность за проведенную деятельность, отметив высокий уровень прошедшего масштабного мероприятия. На полях форума были подписаны десятки проектов и соглашений, которые в дальнейшем поспособствуют экономическому развитию республики и укреплению международных связей. Президент Алан Гаглоев провел встречу с Организационным комитетом Первого международного экономического форума, который успешно состоялся в республике. Собравшиеся подвели итоги прошедшего масштабного мероприятия. Глава государства высоко оценил уровень проведения форума и отметил его значимость для развития экономики республики. Президент также выразил благодарность всем, кто внес вклад в организацию и проведение форума. Oroskundushava, nadzie Shukurudis Hosudun, Spusuheva, Boże nachishaj dar bilety na urnet Hocham vezadil, Shumożete, Shubistu Budun Hocham vezadil, Shevdistorst. Ennan efendi, Nachinu Mejder, Iristun Odeminu Mejder, Nawajetinu Mejder, Ştörbusnuk Zahin Oltemenderva. Nem megeszke, Şudaritter Orostörsüdü, Oligochseftercürsüd, Tengün belununa teng berzundun vezadil. Ona kollégat ezt információn sikteme, udunán derestör búznak, ívül der csözgejlet, ugye, ívül derestör búznak.
комитеты, РСА, Спутника, в общем, телевидение, все отработали на самом высоком профессиональном уровне. Молодцы. В ходе встречи было отмечено, что форум стал важной площадкой для обмена опытом и установления новых деловых связей. Были достигнуты важные соглашения и договоренности, которые открывают перспективы для дальнейшего сотрудничества и инвестиций. Однако ключевым остается реализация в дальнейшем всех подписанных соглашений и договоренностей, отметил президент. Permas rasușinot, sorogan, menem un efenken, menem nebunu, menem ochan professzionál thais, nevrösszak kollégatima, jövön bezagol, jövkotagol, zsúren felehéren, han betoxtjuk, de rudartere fesztek onna a rezultatta. Menem nisene gizdaros, emmel menem sevőzsöttem. Ne farsz mecsi, balaudi mecsi, zahta seppeszten, de vagy bakuszem. Mahta hely, Maha Husekuma, Moshe Balsoya, Sermat Eduardović, Ruslan Vladimirović, John Bullock, Nezadiković, Termuraz Zurabović Hildar, потому направление това и свирасты, ама работают, оподеканут, в предложенията бошат таканут, нашат дастам сте юмар, тъмбелан, наши кохшафта тавчин регион, доктор Каима, шрастаджутама, още може окомало, мене нахаде куджиртом сейсотул дарма, принорнил дар, още окома фетчо кохшафта. Между тем, несмотря на то, что форум прошел на высоком уровне, в социальных сетях активно распространяется недостоверная информация о том, что первый международный экономический форум в республике вовсе не был первым. Однако данное утверждение не соответствует действительности. Исходя из официальных архивных документов, в 2011 году был проведен Российско-Югостинский деловой форум, но никак не экономический, что в корне меняет формат проведенного мероприятия. Международный экономический форум уже охтом, надо мой фетчок нева. Туэми нивендесемозе распоряжение о проведении Российско-Югостинского делового форума. Хавший форум 2011 год провел его Эдуард Джабеевич Кокуйта. Мене хавший форум чья вахта? Российско-Югостинский деловой форум. Эдуард Джабеевич. Я хадак фажирта. Forfatakutta, odamender, gersztemei, ma jehedegler sevme kovudi fazsirtomem, nem engedem sevgen, ma jezetta, mene Respublikai Kuhtari Agentita csildözte. Udun rbachottam, jehedegler koma usikurdu dojtjánum, udun ender orfeder zohtun, szolanteder. Legjehedeg zsúra orfakján odamet, ne hamjöjt ezt adasztana, aftana hojna, aftana ödi, vina ödi, من دیس شکست های بد آدم ففیده بونکوتی شدر خورده یا رازونج اما ها گنانی از دزرده ما ماشه و گنانی تلموراز ماشه و چیدر ما ماشه و فلا رایگورن بسته شدر خورده شوا مبینخ مجوره. Первый международный экономический форум стал прочной основой не только для дальнейшего экономического развития, но и для укрепления международных связей. На полях форума были подписаны десятки проектов и соглашений, в том числе о сотрудничестве и дружеских отношениях. В частности, между Сухумом и Цхинвалом подписано соглашение об установлении побратимских связей. И в этом вопросе в социальных сетях некоторые пользователи распространяют информацию, якобы города Сухум и Цхинвал стали побратимами в 2006 году. Однако ни в Министерстве иностранных дел, ни в администрациях города обеих республик документов, подтверждающих данную информацию, не обнаружено. На Министерство иностранных дел архивта систем, на администрацию архивта систем, быкобу фажертун обхозна, самит, са администрация, надар хуссар ирстуна, надар обхоза, югахат тарджинай, نتاهم در جورنج شال خود دفستود کدای فستود کم یوشی گخد کت فستود بیاد میاردم ریاد میاد آدم فینیم کنن دومی اقصد موضوع کوی کنن روکسا بود دیواد سرگی واسیلیج باگابشر شدی مهام ادوار جابیویچی ما فستوی خیشاوات تخسن در قد فلج گورت تخسن نودینن فلوت در کدوزون چی فندش فند ماجورا آدم فتوی برگ بون خوزن کیرا شدی ها خمو بید ما خم نیکودی ملکه باسد ننفسم که بخواستم ارمستی درودی نتن شاستریار فلماسته یومی یک فدربونه هاخم رسول جینات نه هاخم یوبیلیون دادا
Юма, как бонусон кутто, мигаруди рост коды. Продолжая тему первого международного экономического форума, члены Организационного комитета рассказали о положительных отзывах участников и подчеркнули успешное выполнение всех запланированных и намеченных целей, от панельных дискуссий до выставок и культурно-массовых мероприятий. Члены Организационного комитета также выразили благодарность президенту за поддержку и содействие в вопросах проведения Международного экономического форума. Ушел рассу молодежь меня Шохин Александр Николаевич Дарайко Джабах Бахахкут и Тунда меня Владимир Бутазовичем плюс Алкудар фестов бумбе мухта молодежь медом я не хочу дорофтаться что видим 35 лет там был шава республика и медом молодежь не был в джокей соростот смохтом на именно 35 лет дороже подекану медом лзене медом сумбуни хурсумбуни медом мухтона больше сова факешистема. Конечно, мы в чёк дорож форум мохнах шаншами бомбоном, что Таджикистан. Госдуня финикана, у республика Иран, Лави республика Шавкост республика Бира, Тахтаис, Каша Тахтаст, Эрмастер, Хаул Шамайдаритер, на Сумбу Нохоздар. Ама я на Хусойдок схактадар феттуй, умо Шагайдар Поджохот Каистан. Нам экономику каис, ама ш проекта и саш проекта дашамай снахоскана. Билет обхода стабиса. Рынка чидя таштата зохтой удун тостохам батам кадуна сахишан сабун нишуру батахсанч. معودنا راست از آب بخو خود تاسیم بیسن سخی فماش فهم بزرگان هاوش یمجینات فاسی بدیم جینات بیشتر کتاب خیلی ول خاصیال شده راشتی سیتک خورس خورس راشتی سکوتن بالا خفته و ما خستم بوش نخیش آده در نخیش ایدر نادم ایدر ما شام راستم بابا. По словам Вадима Тедеева, на полях форума также были обсуждены вопросы по созданию ботанического сада в селе Крос. Проект разрабатывается и реализуется совместно с Никитским ботаническим садом. يقول در فقه استانباکسیون دو بانی خوز گناه کراج رفته مدامش تک ما خرف ندارم شما دام کروزه هاوش زخم کردن که ششرای ترم بعد کسی تودن فتح خانه ما مفند زغن مادران بلدای بزنه بود خیمننده شخصای فرستارخشن بود تا شخصای فرستم گسکه ما بال خطام شناقه و هایی شما یه رخ کنم ما یافلر نکوشت اونیورسیته تا اون استخسار بونه من نیکیسکی بotanický sad chyster banavsadar tam šeljeste geodezista Moskvě ma chašte achima is نیکیسکی botanický sad ne ma udun من rozdar šefesteršedis krim ma nachishadr sar هاوی درشتر تپرات rozma už podtakter ما فند زغناوی ما وجه كانوا فتح خوجستان ما دنوش درشتر بوزنه باشه خاصة خير. Договоренности, подписанные на полях форума, создают прочную основу для устойчивого экономического роста и интеграции республики в международные экономические процессы, подчеркнул министр экономического развития Республики Южная Осетия Сармат Котаев. ما قدم اگه و من تمرز رو بچتر از خازون سوژی کتر دیخ کندر شد است چی کم کت کشتی نیستی ما قدم اگه پاچه خدان های اشتر کاخش فوراز ما. Одним из важных событий форума стала презентация первой памятной банкноты. Председатель Национального банка Суслан Бекоев отметил, что купюра вызвала большой ажиотаж, и с каждым днем на интернет-платформах цена на нее растет. Именно презентация Хиранкеши действительно тенгештер пойдет хостом. Вырос минимальная рекомендуемая цена уже 2200, она торгуется 2500. Выгоряни веремеш, огоряни деремеш, обуни офтау мохтар срат обуни менеджерстан Сбербанк уже векан 1200 рублей, потому что по нашим соглашениям мы никак. То есть я хировоста. Отдельно Алан Гаглоев поблагодарил российских коллег за организацию концертной программы, которая стала яркой составляющей праздника. Olema problemi dernem se uxfadaq kuttuy ermez konsertnin kautasostui. Ma mojoxshio biu se xedek der neme
زردافشی گودی مثلا دی تنگخسز گون آخن وزادل کی نبون کی باشی سرازن نموجلد. Завершая встречу, Алан Гаглоев еще раз поблагодарил всех, кто принял активное участие в организации и проведении торжеств по случаю 35-летия республики и первого международного экономического форума. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев, Ринат Медоев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. В республике началась продажа первой памятной банкноты, выпущенной Национальным банком республики. Презентация банкноты номиналом 100 заринов состоялась 19 числа в рамках первого международного экономического форума. Купюры уже выставлены в холле акционерного сберегательного банка. Помимо Южной Осетии, банкноту можно приобрести и за пределами республики. Она представлена на крупнейшей выставке в Голландии. С сегодняшнего дня акционерный сберегательный банк Южной Осетии начал продажу первой памятной банкноты номиналом 100 заринов. Это не платежное средство, а памятная банкнота, выпущенная ограниченным тиражом, но ее выпуск имеет огромное символическое значение. Вот буквально сегодня подходят первые клиенты, а с понедельника мы планируем продавать уже банкноту и в наших дополнительных офисах. Так что добро пожаловать. Уже в первый же день появилось немало желающих купить памятную национальную банкноту. Как отмечают коллекционеры, это своеобразный символ нашей государственности и нашей культуры. Просто нам приятно видеть, что в юбилейных шарах-то. Так что оставлю своим детям, внукам, может, дай бог еще и правнукам. Такая оригинальная штучка, очень приятно. Презентация банкноты состоялась на полях первого экономического международного форума 19 сентября. Выпускаем в продажу нашу первую банкноту. Распространяться банкнота будет посредством наших коммерческих банков. Первый пилотный проект – это, как всегда, наш акционерный сберегательный банк. И далее во всех коммерческих банках она в скором будущем появится в свободной продаже. И все желающие его могут приобрести пока здесь у нас в акционерном сберегательном банке, дальше во всех дополнительных офисах и, в принципе, во всех коммерческих банках республики. Помимо Южной Осетии, банкноту можно приобрести и за пределами республики. Купюра была представлена и на крупнейшей выставке, которая проходит в эти дни в Голландии. Наши банкноты пользуются большим спросом. Значит, у нас заключен договор дилерский с компанией, которая взяла на себя ответственность и право распространять нашу банкноту в Российской Федерации и за рубежом. Работа над первой памятной банкнотой велась с 2024 года по поручению президента Алана Гаглоева. А уже в январе 2025 года Национальный банк и акционерное общество Госнак приступили к реализации проекта по выпуску первой в истории республики банкноты номиналом 100 заринов. Стоит отметить, что цена памятной банкноты определяется исходя из спроса. На сегодняшний день цена за нее составляет 1900 рублей. У нас есть договоренность, это памятная банкнота, то есть ее цена определяется спросом и предложением. Мы не думали, что вызовет такой интерес наша банкнота. Сегодня она торгуется на ведущих маркетплейсах России 2500, а рекомендуемая минимальная цена в Российской Федерации 2200 рублей. То есть, соответственно, с этим соглашением у нас тоже есть обязательства с нашим дилером, и мы можем устанавливать не менее 20%. То есть сегодня мы устанавливаем цену для Республики Южная Осетия 1900 рублей. Цена будет зависеть от спроса и предложения. Она может как увеличиваться, так и падать, но по практике, конечно, она, наверное, будет увеличиваться цена, потому что спрос растет, предложение все меньше, так как у нас ограниченное количество тиража. Дальше она переиздаваться не будет, именно эта банкнота, и есть все предпосылки к росту цены данной банкноты. Тираж банкноты составил 20 тысяч экземпляров. Суслан Бикоев также отметил, что со дня презентации было реализовано 20% тиража выпуска. Также в планах Нацбанка Алании выпуск серии памятных банкнот всего ряда достоинств.
Мы планируем выпуск всей серии банкнот, то есть от 10 до 500 зарин. Соответственно, это будет происходить поэтапно. Значит, планируется в год не более 1-2 банкнот, но это уже планы на будущее. Сейчас мы рады и смотрим и наблюдаем на то, как ведет наша первая банкнота. Это денежное средство. Национальный банк гарантирует ее обмен по номиналу. Кстати, мы думаем о том, чтобы внести законодательство, чтобы все коммерческие банки, у них было право его обменивать по номиналу. Выпуск первой банкноты – это возможность донести нашу богатую историю и культуру до каждого, кто возьмет эту купюру в руки. Это важный шаг в укреплении финансовой системы и своего рода визитная карточка нашей страны. Эльвира Тибилова, Азамат Кудзев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Храм в селе Шиндара, некогда являвшийся духовным центром для сельчан, со временем пришел в запустение и практически полностью разрушился. Но благодаря энтузиастам старейшую церковь удалось восстановить. В процессе облагораживания активное участие приняли и местные жители. Таким образом, удалось сохранить символ единства и сплоченности. В селе Шинда Разнаурского района завершено восстановление храма, возведенного более 2 столетий назад. Инициатором и организатором проекта выступил выходец из этого села предприниматель Келихсаев Давид. В работах принимали активное участие местные жители, внесшие значительный вклад в возрождение духовного центра. Храм, некогда являвшийся сердцем села, со временем пришел в запустение и практически полностью разрушился. Его восстановление стало важным событием для всех жителей. В церемонии открытия приняли участие представители духовенства, местной администрации и общественности. میدم اوج نال شده استمتیه و شرخته و سخته متیه باخیزن دوار شوبسه سخته ما یو کفتم خگنه دودی شگ راست کزن کویه به تامو خم پرخینه و دا یو دساز جورم سارازمه من نرستی مسته من رازندی خب کن نقاوگه یو لپو چلخ ساته میکا گینون داوید آمرای گردی آم شاردی شگیرن جوج قو شرفه یخی ما رایستا باخورستا کوشه ترما پچتیه و چارستو ارتمه فسق دگو کوتوی فچارستویه Давид Келихсаев, взявший на себя ответственность за реализацию проекта, приложил немало усилий для привлечения средств и организации строительных работ. Он подчеркнул важность сохранения исторического наследия и возрождения культурных традиций села. Местные жители, вдохновленные идеей восстановления храма, активно включились в процесс. Они помогали в уборке территории, подготовке материалов и выполнении строительных работ. Давид Келихсаев, уроженец Шиндары, отметил важность сохранения культурного наследия и выразил надежду, что восстановленный храм станет центром духовной жизни для жителей села, как и прежде. Найристон Малахисват, очень хашты, так драстаджи шивава, вему шавзават. Мадам да ширзахуи, ма хаут на жуаре ши акувой шавзават. Восстановление храма Святого Георгия – это не только возвращение к истокам и укрепление веры, но и символ единства и сплоченности жителей. Оксана Джуева, Ринат Медоев, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня. На базе Республиканской станции юных техников на сегодняшний день функционирует 14 секций и кружков, и все они пользуются популярностью. Общее число учащихся к началу учебного года составляет 150 человек. В планах руководства открытие дополнительных секций, среди них кружок компьютерной грамотности и основы программирования. На базе Республиканской станции юных техников открылись новые секции и кружки. На сегодняшний день количество секций составляет 14. Директор учреждения дополнительного образования Нариман Калаев отметил, что на данный момент акцент делается на объединении медиакружков. Раньше оно у нас называлось видеооператор, но мы его переформатировали на сегодняшний день благодаря человеку, опять который к нам пришел, тоже молодая девушка, которая занимается соцсетями. То есть наша задача научить молодых девочек и мальчиков работать в соцсетях грамотно
и работать с использованием осетинского языка. Нариман Калаев также подчеркнул, что с нового учебного года ребята занимаются керамикой и гончарным ремеслом. Новый кружок привлек внимание школьников разных возрастов. У нас был день открытых дверей, детям и взрослым очень понравилось. У нас много детей на этот кружок записалось, поэтому первый раз и уже сразу популярно. Наибольшей популярностью среди мальчиков пользуются такие кружки, как аэродроны, где учащиеся собирают, настраивают и пилотируют дроны. Также резьба по дереву. Среди девочек популярно другое направление – выжигание. Педагог по керамике и гончарному ремеслу Мадина Засеева отметила, что секция стала довольно востребованной за короткое время среди детей. К большому счастью, набралось хорошее количество детей. Это по 10 человек в каждой группе. Дети очень увлечены, прям было мастер-класс у нас был, и очень много детей записалось. В ближайший месяц планируется открытие дополнительных секций, например, кружок компьютерной грамотности и основы программирования. Калаев также подчеркнул, что запись на секцию уже ведется. Необходимо подойти в станцию юных техников и предоставить свои данные. Общее число учащихся к началу учебного года составляет 150 человек. К середине октября свободных мест уже не остается. Учащиеся станции умело используют приобретенные здесь навыки в повседневной жизни и параллельно записываются и на другие кружки. Я выбрала секцию керамики, потому что это классно, увлекательно, развивательно. فيك قطر السوخت و ين چمازر تمافشدی مازر دانشاو دقیق اختریستا رازن ما او من باشتن. В ближайшее время на базе Республиканской станции юных техников откроется также детский технопарк «Кванториум», открытие которого ждут с нетерпением. Алина Ельфимова, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. Сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 19, ночью плюс 14. В Цавском районе днем плюс 17, ночью 12 градусов тепла. В городе Квайса днем плюс 14, ночью плюс 9. В Лениногорском районе днем плюс 19, ночью плюс 13. В столице республики в Цхинвале днем 18 градусов тепла, ночью плюс 13. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.